Доброго дня! Хочу предложить вам стихи моего отца, Пенкновича Ильи Григорьевича, поэта, который основную часть своей жизни прожил в Северной Осетии. Он посвятил эти стихи моей бабушке по материнской линии, Едзеевой Зое Ханджириевне, по мужу Сапсай. Бабушка, которая меня воспитала, которая привила мне любовь к Осетии, к осетинскому народу и к русской литературе и культуре. Она была удивительным, очень добрым, светлым человеком, который воплотил в себе лучшие качества осетинского народа. Вождан зинад, благородство, тихость, внутреннюю тишину, культуру, доброжелательность, которая 10 лет своей жизни провела в ссылке, так как была супругой врага народа, незаконно арестованного и расстрелянного, своего замечательного мужа Сапсай Петра Ивановича, который добровольцем ушел на фронт, но был расстрелян там как враг народа, а позже реабилитирован. И вот 10 долгих лет в Северном Казахстане не изменили ее, она осталась такой же доброй, очень умной, светлой, которая пела украинские песни, которая прекрасно владела и своим родным осетинским языком, и как Коста любила всех людей. Считала, что весь мир ее храм. И вот это она пыталась передать и своим внукам. Это замечательное отношение к каждому человеку. Фамилия Едзеева небольшая, но достойная. Достаточно вспомнить Сосланбека Едзеева, гениального осетинского скульптора-примитивиста из Шинзакау, замечательную осетинскую оперную певицу Нину Едзееву. Это троюродная сестра моей бабушки Зои Ханджириевны Едзеевой. Нина Едзеева не только известнейшая оперная певица, но и герой Великой Отечественной войны, разведчица. Лучшие свои качества Зоя Ханджириевна Едзеева почерпнула у своих родителей Ольги Фарзиновой, у своей мамы, которая закончила Ольгинскую школу, основанную великой княгиней Ольгой Романовой, и у отца Ханджири Едзеева, который был мэром города в Галиции. Стихи, которые я сейчас вам прочту, были когда-то песней, и с этой песней певица Долорес Белаонова получила 2-е место в европейском конкурсе песни в Болгарии. Степенная уверенность движений, невидная порою для чужих, глаза полны добра и снисхождения у осетинских женщин пожилых. Вы все похожи, матери планеты, мы все согреты вашей добротой, и ваши дети, мы всегда в ответе за резкие морщины над губой. А мать, она всегда детей прощает, у всех народов, малых и больших. Но что-то есть, что все же отличает вас, осетинских женщин пожилых. Далекая праматерь осетинок, в вас ее гордость, ее мудрость, стать, и воины, суровые мужчины, ее завидя, торопились встать. Мы все, конечно, изменились где-то, но в час раздумий, горести лихих, как в юности, идем просить совета у осетинских женщин пожилых. Несете вы сквозь время, сквозь разлуки, горянок честь,
тепло сердец своих. Да славятся натруженные руки всех матерей, всех женщин пожилых.